Законопроект демографических инициатив продолжает расширяться. Категорий все больше, суммы существенней. На первом плане малоимущие и многодетные. Около 2–3 тысяч молодых матерей будут получать ежемесячное пособие на питание для детей до 1,5 лет. Причем выплата будет назначаться уже беременным. Поправят свое благосостояние и родители школьников. Выплата малоимущим семьям к 1 сентября будет увеличена с 4 до 6,5 тысяч рублей. Проще будет посещать кружки и секции. Размер пособия на проезд детей из многодетных семей увеличат вдвое до 500 рублей. Это даже больше стоимости проездного билета. На фоне увеличенного размера детского пособия все это станет серьезным подспорьем. Мы по некоторым категориям в 3 раза, от 1,5 до 3 раз увеличиваем пособие на ребенка в семье. Для семей, которые, пока у них низкий достаток, те семьи, которые малоимущие. Это даст возможность этим семьям обеспечить хотя бы минимальные гарантии, стартовые условия для того, чтобы не думать о хлебе насущном для детей и дальше уже с помощью семейного нашего социального контракта федерального, который в следующий год мы входим в пилот, дальше улучшать свои семейные условия, выходя на работу. Это очень большие существенные пособия. В других регионах они 100 рублей составляют, 200, а у нас будет до 3000 рублей по некоторым категориям. Важное решение. Родители будут получать пособие независимо от того, учатся дети в школе или уже получают среднее или высшее образование. Отныне будет действовать лишь возрастное ограничение до 18 лет. Светлана Давыдова, мама 10 детей, признает, обычно категории многодетные и малоимущие находятся очень близко. В поддержке государства нуждается около 80% многодетных семей. Что греха таить, ребенок очень дорого обходится, очень дорого. Если родители сознательно подходят к материнству и к отцовству, если действительно ребенок рождается в любящей семье, если родители стараются дать ему прежде всего образование и обеспечить его, по крайней мере, ближайшее достойное будущее, то, конечно, увеличение размеров пособий и различных льгот, они существенно не только, может быть, помогают в финансовом плане, но даже где-то, может быть, и укрепляют семью. Почему? Потому что очень часто, зачастую, супруг или супруга не могут устроиться на хорошую работу, и начинаются проблемы в семье, взаимные упреки какие-то. А здесь какая-то финансовая поддержка со стороны государства, она, конечно, очень необходима даже для укрепления семьи. В ассоциации говорят, хорошо и то, что решиться на первого ребенка теперь будет проще. Сделать это поможет региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей. Вдобавок ко всем выплатам, которые получат семьи с невысокими доходами, она позволит семье сохранить финансовую устойчивость. Нужно довольно быстро подготовить проект закона. Проект закона, который, на мой взгляд, вполне можно назвать законом Гапликова. Потому что это предложение главы Республики Коми по расходованию дополнительного миллиарда при сохранении всех тех мер социальной поддержки, которые есть на сегодняшний день. И я думаю, что вслед за этим пойдут, конечно, учитывая тот профицит, который есть в бюджете, меры поддержки и не только в рамках социальной сферы, пойдут меры поддержки в экономике, в других направлениях. Мне бы этого очень хотелось. Проработанные правительством республики совместно с рабочей группой Госсовета предложения должны быть представлены главе региона до 14 августа, чтобы предложенный законопроект был рассмотрен уже на сентябрьском заседании сессии. Таисия Жакова, Иван Богомолов, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.